Федор Федорович Ушаков. Русский флот не знал более победоносного адмирала. Он закрепил за Россией Крым, одолел турок, изгнал французов из Средиземноморья. За всю свою флотоводческую карьеру Федор Ушаков не потерпел ни одного поражения и ни одного корабля не потерял. Здравствуйте, онлайн-посетители нашего краеведческого музея. В этом году мы отмечаем знаменательное событие – 20-летие канонизации прославленного флотоводца адмирала Федора Федоровича Ушакова. Наш музей не мог остаться в стороне, и нами подготовлена выставка «Святой праведный воин Феодор Ушаков». Выставка состоит из двух разделов и начала свою работу с 28 июля и продолжит ее до 30 сентября текущего года. Родился Федор Ушаков 13 февраля 1745 года в сельце Бурнакове Романовского уезда Ярославской провинции. Ныне это Рыбинский район Ярославской области, в небогатой дворянской семье. В возрасте 16 лет Федор Ушаков поступает в морской кадетский корпус в городе Санкт-Петербург. За свою отличную службу юный Федор стал гардемарином. Так называли воспитанников, проводившие за отличным учением 3 года. В 1766 году, после окончания обучения, Федор Ушаков продолжил службу на Балтийском флоте, а затем и в Азовской флотилии. В 1784 году Федор Федорович был произведен в капитана первого ранга и назначен командиром линейного корабля «Святой Павел» Черноморского флота. Это случилось в канун русско-турецкой войны 1787 по 1791 годов. Эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова обеспечила победу в войне против Турции. Основой побед в морских сражениях Федора Ушакова стала новая, можно сказать, революционная тактика ведения боя. Федор Ушаков в морских сражениях уходил от распространенного в ту эпоху линейного боя. Тактика заключалась в использовании благоприятной перемены ветра для быстрого сближения с противником, в использовании секретных сигналов для связи между кораблями, в быстрых и внезапных атаках, в том числе и на флагманские корабли неприятеля, а также создание и использование морского резерва и многое другое. Весьма успешно сработала эта тактика и в первом морском победоносном сражении Федора Ушакова у острова Фидониси, за победу в котором в 1789 году Ушаков был произведен в контр-адмиралы и назначен командующим корабельным флотом Севастополя. Успешно применил ее в Керченском сражении в июле 1790 года. Победоносно закончилось морское сражение у острова Тендра, а победа у мыса Калиакрии поставила точку в русско-турецкой войне. За многие победы флотоводец был удостоен многих высоких военно-морских наград. Успех также ждал эскадру Ушакова и в Средиземноморском походе, когда были впервые проведены десантные операции, благодаря чему в 1799 году была взята с моря считавшаяся до этого неприступной крепость на острове Корфу. Именно за эту победу Ушаков был произведен в адмиралы. На выставке представлены уникальные предметы, связанные с именем адмирала. Это подсвечники и ложка, по преданию из имения Ушакова, ядро с корабля «Святой Павел», которым командовал флотоводец, и одной из первых публикаций об Ушакове, изданное в военно-литературном журнале «Славянин» за 1828 год. После того, как Федор Ушаков ушел в отставку в январе 1807 года, его имя становится тесно связанным с Мордовским краем. В 1810 году он переехал в сельцо Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии, ныне это Темниковский район Республики Мордовия, где и располагалось его имение. На Мордовской земле во время Отечественной войны 1812 года адмирал проявил себя как истинный патриот своей отчизны. 25 июля 1812 года на Тамбовском дворянском собрании большинством голосов Федор Ушаков был заочно избран губернским начальником внутреннего ополчения, но из-за болезни отказался от этой должности. Но, несмотря на это, им на обмундирование первого Тамбовского пехотного полка было пожертвовано 2000 рублей. К тому же на средства адмирала в городе Темникове содержался госпиталь для больных и раненых солдат. В настоящее время в этом здании располагается историко-краеведческий музей имени Федора Федоровича Ушакова.
Известный русский биограф Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский записал со слов людей, лично знавших Ушакова, что в последние годы в деревне тот вел почти отшельнический образ жизни. По воскресным и праздничным дням он приезжал в Санаксарский монастырь помолиться, а в Великий пост по целой неделе жил в монастыре в своей келье. Федор Федорович ушел из жизни тихо 2 октября 1817 года в возрасте 72 лет и похоронен в Санаксарском монастыре, сооруженном и устроенном усердием и благочестием его дяди иеромонаха Ивана Игнатьевича Ушакова. Могила Федора Федоровича Ушакова находилась рядом с часовней, сооруженной над могилой дяди. Федор Федорович Ушаков умер, но дело его продолжается и по сей день. Личный вклад Федора Федоровича Ушакова в развитие морской тактики просто бесценен. Корабли с его именем одерживали и одерживают блестящие победы. В годы Великой Отечественной войны в марте 1944 года были учрежден орден и медаль имени Федора Ушакова, которыми были награждены отличившиеся моряки. На сегодняшний день известно 39 уроженцев Мордовии, награжденных медалью Федора Ушакова. За свое преданное служение своему Отечеству в августе 2001 года адмирал Федор Федорович Ушаков был причислен к лику месточтимых святых Саранской епархии. И уже в октябре 2004 года архиерейским собором Русской Православной Церкви праведный воин Федор Ушаков причислен к лику общецерковных святых. Торжества, посвященные этому знаменательному событию, широко отмечались у нас в Мордовии. 5 августа 2006 года в столице нашей республики был открыт памятник непобедимому адмиралу Федору Ушакову, а 6 августа был освящен величественный кафедральный собор во имя святого праведного воина Федора Ушакова. Вся жизнь адмирала Федора Ушакова – это не только череда морских побед, но и пример высокой нравственности и патриотизма. Так святой праведный воин Федор Ушаков стал небесным покровителем не только нашей республики Мордовия, но и всего военно-морского флота России.